İstenmesiz kaderli dostlar. İstenmesiz. Все ли понятно из того, что между нами уже было? Но прошло. Надеюсь, что недалеко. О прошедшем времени, да. Да, значит, прошедшее время, в принципе, это достаточно стройная структура. При всех тех особенностях, мы говорили, что особенности носят исключительно фонетический характер. То есть, что деление на твердый, мягкий вариант, на звонкий, глухой, это единственное, что есть, и это деление повторяется, в принципе, по всей структуре, по всей, можно сказать, ткани татарского языка. Вот. И теперь хочу напомнить, мы с вами в какой-то момент стали набирать вопросительные слова. Какие из них мы уже знаем? Кая. Нәрсе. Кемге. То есть подведем некий такой итог предварительный. Мы знаем уже куда, коя, да, где, Койда. Койда. да, кто, Кем. кого, Кемге. кому, Кемге. что. Нерсе. Ну и добавим еще кое-что. Мы говорили о том, что после числительных существительное не меняет форму числа. То есть не добавляется окончание множественного числа. И, собственно, когда мы говорим о числительных, здесь закономерно добавить вопросительное слово. Как оно читается? Нище. Нище. Сколько? Сколько? Дэвиду не понравилось слово «сколько». Нище. Сколько? И для того, чтобы каким-то образом размять вот эту тему, связанную с числами, с цифрами, с определением количества, мы возьмем первую дюжину, чтобы могли хотя бы поговорить о времени, про часы. Бер, ике, үш, дүрт, Виш. биш, Алты. алты, жеті, сегіз, тоғыз. Система числительных достаточно логичная. То есть все промежуточные числа, то есть когда десяток плюс единица, это просто сочетание десятка и единицы. То есть после 10 для того, чтобы нам пойти дальше, 11, 12 это будет просто 10, 1, 10, 2 и так далее. Что означает это слово? Время. Часов. Часы. Да. И поэтому, чтобы спросить, сколько времени, Нище сапать. Нище. Сагат нище. как? Сагат нище. Сагат нище, то есть сначала час, Сагат нище. сколько? Часов сколько, буквально. Самый простой вариант, это мы называем слово час. То есть по-русски достаточно просто сказать там 5, 8. Надо назвать это слово, сагат, и указать, какой час. У каждого числа, у каждого числительного, точнее, есть еще порядковая форма. Порядковая форма – это значит первый, второй, третий, четвертый и так далее. Сейчас просто как образец мы напишем вот такое. Это, кроме того, что означает порядковое, это какой-то первый, там, второй, третий, десятый, это можно использовать для уточнения времени. Например, если нам надо сказать там 12:30,
то мы добавляем слово половина. Ярте. Беренче ярте. То есть по-русски мы тоже говорим половина первого, да? Хотя, конечно, во всех языках сейчас такая тенденция, что начинают называть просто час и минуты. Но, тем не менее, такая форма есть, ее можно услышать. Если нам требуется сказать, что во столько-то часов там что-то произошло, мы используем тот падеж, с которым мы ознакомились на одном из последних занятий, который указывает на время. Этот падеж какой? То есть что мы добавляем? Например, чтобы сказать, допустим, в 5 часов мы повторяем слово «сегет». Те. Да, и берем слово 5, и что с ним делаем? Помните вот эти «да», «та», «де», «те»? Биште. Биште. Или в 6 «олты», «да». В зависимости от того, мы видим, что некоторые названия числительных заканчиваются на твердые звуки, а другие относятся к мягкому варианту. Сигезде и тугезда. Сигез – это мягкий, тугез – уже твердый. Попробуем сказать такую фразу. Эдуард, ну как мы, например, скажем, я пришел на работу там, во столько-то часов. Я не знаю, во сколько это было. Мин ишта. Эшке. Мин ишке кельдам. Сначала кельдем будет в любом случае в Мин конце. ишке. Беренче ярте кельдам. Вот так вот. Ярте да. Да, кельдем. Буган. А ушел, допустим, в 2 часа. Тоже я. Не, ну все историю, да. Мы потихоньку выходим уже на истории, не просто предложение. Мин ишта. А, Я ушел киттем, да? да. Но это будет в конце. А сначала время назвать. 2 часа – это что у нас? Икин. То есть сегет ике, Сагат икин. Икиде. икеде. Мин иш. Икеде, Сагат икиде. киттем. Киттем. То есть пришел там 12:30, ушел на 2. Хороший рабочий день. Сергей собирался сегодня сходить в кино. Как, например, сказать, сегодня я иду в кино там во столько-то часов. Я не знаю, какой у вас сеанс. Min киноға сағат 9-да барам. Можно еще добавить с кем? Динар Белян. Лёв. Варваном бренде. Арина, окей. Менің білем. Биркин бренде. Да? Или как? Не с кем? Берке. Один в смысле? Ялгыз. Да. Өзім. Один. Өзім. Үзем. Достлар білем. Да, с друзьями. Дослар. Дослар, блин. Или сіз білем. Ну, сіз. Тогда, Без. если... А от сез как будет притяжательная форма? Безнен білем. Сезнен. Сезнен, С вами. блин. Сезнен, блин. То есть min киноға сағат 9-да сезнен білем барам. Отлично. Все согласны? Да. Айды? Не за кино. Эммануэль. Yok. Мен бикшот. Min тоже. Вот таким образом выглядит. И напомню еще раз, что если мы просто хотим сказать там что-то, там, ну вот, например, там прозвучала фраза о количестве детей, то 4 детей – это как будет? Дурдбала. Да. То есть не добавляем окончание множественного числа. Как нам посчитать, ну вот, что идет дальше? 11, 12, как будет? 13, 14?
Альфинур, как? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. 19, 20. 20. 20. И так до 20. Вот, и так, да, также мы продолжаем дальше, 21 и так далее. Вот, ну, к бесконечности мы еще подойдем. А сейчас вот такой, еще одна пословица, чтобы зафиксировать нам и тему числительных, и тему падежей, которые мы уже освоили. Как будет человек? Кеше. Кеше. А как вот сказать у человека? Кешеде. Да. Угу. Здесь мягкий вариант явно, поэтому беркешеде у одного человека. Пословица вот в чем заключается. У одного человека один разум. Беркешеде. Бер акыл. Разум. Акело. А акылы, это же умный тогда вот так же, как мы проходили на прошлом Именно. уроке. Вот я к чему как раз и клонил. Когда уже видишь окончание и понимаешь, откуда ноги растут. И все остальное тоже. То есть акыл – это разум. Отсюда, по правилу, которое мы на одном из прошлых занятий освоили, мы добавляем, чувствуем, что основа здесь твердая, акыл, и добавляем акыллы, значит умный. Беркешеде беракыл. А как будет по-татарски народ? Халкан. Халык. Халак. Сори, халкан. А как сказать, Халкан, холод. как сказать у народа? Халкан. Халакта. Да. А звук глухой. Халакта. Поэтому у народа. Да, и вот добавим еще одно числительное, оно уже немножко подальше. Это 1000. Мэнг. А какое в русском языке есть соответствие этой пословице? Одна голова хорошо, а 1000 лучше. Да, ну, примерно так, да. То есть беркешеде, бер акыл, халыкта, у народа 1000 умов. Дмитрий, а нельзя говорить у человека кашинак? Так не говорят? Нет, это именно место, когда у кого-то. То есть, Кешеге, имеешь в виду, да? Нет, То есть у человека... Кешеге. А мне кажется, Некоторые кешеде Кешеге это всё- человек. Нет, кашинак. К. это значит человеческое. Есть что-то, есть человеческое. А здесь, когда вот наличие, наличие человека. То есть конкретно у кого-то. А если мы хотим сказать на человеке? Ну, предположим, одето что-то. Это тоже будет кешеде? Нет, это мы можем говорить, что Вот у человека же, у вот мы человека проходили до этого. что-то имеется, да. Да. То Нет, есть, это есть система после логов, которая связана с пространственным отношением. На, под, от, да, это у нас на эту тему будет отдельный разговор. Мы нарисуем целую схему в связи с пространственным расположением. Но в данном случае речь идет всего лишь о наличии, о присутствии у человека там, какого-то качества или чего-то. Поэтому беркешеде, халыкта. И здесь вот иллюстрируется как раз форма образования этого падежа. Просто вот хочется почувствовать вот эту разницу. Когда мы говорили, у меня есть свободное время, и у человека есть разум, да? Ну, То есть там мы использовали это минем. скорее, да, это скорее Вакетым. в человеке. Вот как мы говорили в Казани, да, Казанда, присутствие, наличие. В человеке есть один разум. То есть, а так-то человек может что-то иметь, ну, разум тоже можно потерять, конечно, но имеется, здесь подчеркивается не обладание, а что человек наделен чем-то. В нем вот это Внутри есть. прям. Да.
Прямо вот То есть вот это такая тонкая очень грань, тонкая грань, да. Тонкая грань. где принадлежность, а где вот Д, Т там и так далее. Ну, да. Грань тонкая, Видимо, это. но В последнем занятии выйдем на это. именно поэтому, скажем, глагол «иметь», вот в русском языке его тоже нет. Есть наличие, человек чем-то обладает, или в нем что-то есть. Грань тонкая, но то есть то, чем ты обладаешь, не обязательно в плане владения, ну там, я не знаю, какой-то разум или какой-то орган человеческого тела. Вот. Или просто то, что перемещается, то, что может быть дано, отнято и так далее. Ну да, то есть я имею в виду, что в русском одинаково звучит. Ну, в каком-то смысле, да. То есть всегда есть какие-то сопоставления, близкие, но никогда они не бывают полностью аналогичны. С этой темы числительных, да еще чтобы напомнить после логи, которые мы с вами осваивали, еще на десерт одна пословица. Есть такая птица, которая называется карлыгач. Это что за птица? Ласточка. Эту птицу мы сопровождаем после логом. Остальные слова нам уже знакомы. Эльза, прочитайте, пожалуйста, эту пословицу. Бер корлагач белян, яз булмый. Что это означает? С одной ласточкой весна не начнется. Если Да, не бывает. не бывает, да. Ну, как говорят, одна ласточка не делает весны. Да, дословно. Бер корлыгач белян. Помните вот? То есть ничего мы не добавляем карлыгач, потому что этого не требует после лог белян. Буквально с одной ласточкой йоз, это уже у нас была в другой пословице, булмы, то есть не бывает. Это типа как на русский «один в поле не воин». Ну, в каком-то смысле, да. Хотя и так тоже говорят, одна ласточка не делает весны. Это так, если очень... Ну как, по смыслу-то похоже. Только один похож. Не тот снег, что сверху летит, а тот, что снизу метет. Да. Похоже. Похоже, да. Глубоко. Вот. Из всех тех структур, которые мы взяли, самыми важными, самыми приоритетными остается спряжение глаголов. Потому что вы заметили, что все остальное, ну, какие-то слова можно узнать, забыть, там, узнать снова. Но до тех пор, пока в автоматическом режиме не спрягаются глаголы, очень трудно сформировать даже не очень сложную фразу. Но как только включается этот процесс, а мы добавили уже и формы прошедшего времени, то есть теперь мы можем оперировать уже действиями, которые уже совершились и завершаются в настоящее время, это уже подводит нас к последовательности событий. То есть мы можем уже какую-то историю рассказать, тем более добавили уже временные обозначения и еще немного, еще чуть-чуть, и мы уже начнем рассказывать истории. Из таких инструментов, которыми мы практически овладели и уже начинаем пользоваться, помните вот эти окончания? Мы всегда должны о языке знать больше, чем используем сами. Какие-то вещи мы должны знать активно, и это именно то, что надо доводить до автоматизма. Но гораздо больше мы должны воспринимать пассивно, как говорится, на вход. Мы могли, допустим, не знать слово «окл», но если мы видели «окл» и знаем, что это «умный», уже можем предположить, что вот это наверняка выглядит как окончание, которое образует прилагательное от существительного. Отсюда мы выходим на существительное, и с большой долей достоверности мы предполагаем, что она может означать разум. То есть вот так возникает и начинает работать языковая интуиция. Какие-то вещи мы просто выучиваем и
используем в автоматическом режиме, а какие-то просто начинаем воспринимать, потому что формируется комфортная языковая среда. На этом мы заканчиваем наше очередное занятие. Что вы мне скажете? Саубулгас.